17 сентября 2025 года исполняется 90 лет старейшему научному учреждению республики, Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран. Это уникальное научное учреждение на северо-востоке страны, преемник Института языка и литературы при Совете народных комиссаров ЕССР. И, конечно, просветительский вклад, научно-исследовательский, культурный вклад, идеологический вклад института очень сложно переоценить вообще в нашу историю, в историю науки. Он всегда был, этот институт, лидером и в перестроечное время 20 века, и сегодня, в 21 веке, они проводят ряд крупных проектов, ведут, и уже есть результаты. Институтом завершена, большой толковый словарь якутского языка вышел, который стал событием для научной и культурной общественности республики. Далее это история Якутии в 3 томах. Это тоже уникальное такое собрание, уникальные монографии, которые выходят с большим периодом, я думаю. Может быть, следующее выйдет только лет через 30, через 40, может быть, потому что должно устояться материал, обобщить его нужно. И перечень достижений, конечно, этого института по общественным и гуманитарным наукам, он обширен, он выполняет очень много заказов по ведомствам, по федеральным учреждениям, имеет большие научные связи с Азией, с юго-востоком Азии, с Казахстаном. Вот недавно вышла монография по кумысопитию, по культуре кумыса. Институт – партнер очень многих научных образовательных структур. Мы знаем, что он выполняет проект по учебникам, начиная с 6 класса истории. Это будет региональный учебник истории. Проект это в рамках национального проекта. И поэтому мы в канун этого праздника многочисленному коллективу наших коллег, ученых, хотим пожелать успехов, здоровья, творческих успехов. И, конечно, юбилей этого старейшего академического научного учреждения Сибири требует внимания со стороны научной общественности. И, конечно, есть и план юбилейных этих мероприятий, будет оргкомитет, он будет достойно проведен. Ну а мы хотели бы пожелать нашим коллегам успеха, новых творческих свершений, новых монографий, новых учеников, новых научных школ. Всего вам доброго. 17 сентября это день, когда вышло постановление Совнаркома об организации при Совнаркоме Якутской АСР Института языка и культуры, то есть нашего института. Это значимость в том, что это первый специализированный научно-исследовательский институт нашей республики. Это 1935 год, и мы, конечно, сотрудники института и те, кто причастен к его работе, они очень гордятся нашим институтом, потому что это одно из таких центральных учреждений действительно в нашей республике. Один из культурных центров, скажем так, нашей республики. Потому что старейшее учреждение, и это своего рода легенда наш институт. Потому что он создавался в те самые годы, 20-е, 30-е, теми самыми людьми, которые составили
нашими писателями, нашими первыми учеными, которые вот действительно создали, что ли, вот этот миф, эту легенду. Ну, это вот те люди, которых принято называть якутской интеллигенцией, с созданием института, с его работой связаны такие имена, как, скажем, Иргиз, Гермогенов, Уюнский, Дрибановский, Ялляй, Амаллон, Мординовый, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот, это такая долгая, бесконечная, можно сказать, история, о которой можно долго говорить. Ну, нужно сказать, что в масштабе страны, в масштабе Советского Союза, вот 20-е годы, ну и начиная, наверное, еще и с 10-х годов, и до революционного времени, в это время шел вот поиск форм организации научной работы. И вот эта форма НИИ, к которой мы все привыкли, она тогда вот только складывалась, находила вот свою форму. Поэтому были поиски, создавались разного рода научные учреждения. Ну вот к 1935 году уже, в общем-то, можно сказать, что эти формы были найдены, то есть существуют и даже нормативные акты о том, примерно каким образом должны создаваться научные учреждения. В общем, практика того времени, в общем, привела к тому, что в автономных именно республиках создавались институты, которые в других местах тоже так назывались. Институт языка и культуры. Но их это в Бурятии, в Дагестане, в Татарстане, не знаю, были институты языка и культуры. Они потом тоже многие из них назывались ИЯЛИ, некоторые до сих пор так называются. У них похожие в чем-то истории, но опять же, они при этом, конечно, уникальные при этом по-своему, потому что в национальных республиках тоже похожие шли процессы, и там тоже были свои легендарные, замечательные личности. И они тоже связаны с деятельностью этих первых научных обществ, научных организаций. Поэтому это, конечно, это закономерность. И закономерно институт возник, и в этом в этом заключается и примечательность, что ли, этого факта, потому что дело в том, что попытки организовать на какой-то устойчивой основе научные исследования, они ведь предпринимались в якутском обществе, начали предприниматься давно, то есть еще в дореволюционное время создавались разные общества, любителей словесности и так далее, Саха Аймах, Саха Умук, которые, в задачи которых входила и просветительская работа, и научно-исследовательская, и собирательская. И, в общем-то, я почему говорю, хотя институт был создан в 1935 году, почему я говорю о 20-х годах, потому что это те же самые, в общем-то, люди, которые занимались этими всеми делами. И, собственно, Уюнский, один из организаторов Якутской республики, наш крупнейший литератор, один из основоположников якутской литературы, он, собственно, и был тем человеком, который
ну, долгие годы руководил, инициировал вот эти процессы. То есть он, будучи главой правительства, например, сам инициировал и возглавил там создание общества научно-исследовательского Саха-Каскеле. Он был редактором первого журнала «Чолбон», был председателем Союза советских писателей Якутии. То есть вот это был человек, который действительно возглавлял вот этот процесс на тот момент. Ну и несмотря... нужно сказать, что вот этот процесс становления, это он пришелся вот на 30-е годы и проходил в очень трудных условиях. И вот в какой-то момент, ну, работа института фактически была, ну, остановлена, то есть, потому что, ну, вот эти политические репрессии, когда был арестован директор, ряд научных сотрудников, это все, конечно, и потом оценки были ну, не то что оценки, выдвигались обвинения в адрес института о том, что ведет вообще там вредную работу и так далее. И вот, несмотря на это все, в общем-то, институт сохранил направление своей деятельности, и, в общем, эта работа так или иначе продолжилась. И получается, что, ну, тот замысел, с которым институт создавался, он, в общем-то, ну, воплотился в жизнь, несмотря ни на что. Тут нужно сказать, что дело не в отдельных даже трудах, а дело в том, что изначально институт создавался вот как, ну, главное учреждение, изучающее, ведущее научные исследования в области языка, истории, литературы и фольклора. Поэтому с самого начала, собственно, ну, наиболее такие важные, что ли, тексты, их исследования концентрировались в институте, вокруг института. Ну вот даже достаточно сказать, что Ксенофонтов был, Гаврил Васильевич, был научным сотрудником нашего института, хотя вот жил в Москве, это был в Иркутске, это был короткий период, но, собственно, таким образом и строилась работа, что, то есть, там был целый ряд людей, которые уже и до создания института уже себя зарекомендовали как исследователи. Ну и причем, если говорить о таких людях, как Ксенофонтов, то это ведь не просто исследователи, которые вот шли по какой-то накатанной, что ли, дороге, а это вот исследователи, ну, первопроходцы, которые, ну, как бы прокладывали путь, иногда идя совершенно не тривиальными, что ли, путями. Поэтому те книги, которые издавались под грифом института, ну вот история Якутии трехтомная, которая в 50-х, 60-х годах выходила, большая работа, которая ряд лет, значит, выполнялась. Еще до этого долго обсуждали, по какому принципу ее создавать. Ну вот эта работа, например, вышла под грифом института. Ну это уже, так сказать, о многом говорит. Ну и потом, ну, то место, которое занимает Академия наук, ну, наша большая российская в системе науки, ну, занимала и занимает. То есть она же была объявлена главным научным учреждением. Поэтому ну, наш институт с 1947 года в составе Академии наук СССР.
работал. Ну и поэтому все эти исследования велись не просто здесь, в Якутске, но они велись в содружестве и во взаимодействии с учеными центральных научных учреждений. Поэтому, то есть, сама постановка вопроса была, ну, так сказать, такая, что это должны были эти книги являться именно основополагающими. Ну и вот так, собственно, и получилось. То есть, вот то, что институт имеет, ну, большую, давнюю историю, вот в этом это значение как бы и заключается. То есть, ну, там академик, позднее Окладников, да, один из крупнейших ученых нашей страны, он в свое время приехал сюда в экспедицию и вот числился научным сотрудником института. Здесь, в Якутии, долгое время работал. Это проводились, ну, планомерные археологические исследования территории Якутии. Ну и, собственно, вот в процессе этих работ, как бы, вот такие ученые, как Окладников, вот становились крупными учеными. Тогда вот впервые стали вот, ну, обобщающие работы делать по древней истории Якутии, например. Ну и вот с этими процессами связана история института. Поэтому, ну, книги, то есть они, ну, это вот и издание фольклора, и, скажем, по якутскому языку, но это были первые книги, которые глубоко там исследовали вопросы, скажем, грамматики якутского языка, которые здесь в институте создавались принципы орфографии, принципы терминологии якутского языка. Вот Дмитрий Коннович Сивцев возглавлял короткое время сектор языка и письменности в 1935-1936 году. Вот в то время составлялись институтом совместно с наркомпросом Якутской АСР сами принципы орфографии и терминологии, к примеру. Ну и вот эта реформа алфавита проводилась в 30-х годах, в конце 30-х годов с участием сотрудников института. Тогда были сюда командированы профессор Малов, Убрятова, которые вот непосредственно здесь занимались этим вопросом. То есть, поэтому, ну, книги института, это вот они, ну, изначально, что ли, это вот очерки истории, скажем, якутской литературы. Они ведь имели не только, ну как, они имели огромное общественно-политическое значение. Вокруг вопросов литературы шли очень оживленные дискуссии. То есть, ну, там, конечно, сейчас много мы критикуем те времена, но нужно сказать, что в вопросах, в этих дискуссиях вот, собственно, и происходила, что ли, оценка, ну, вот тех или иных общественных явлений. Дискуссии вокруг литературы, вокруг литературоведческих книг. Ну, поэтому, ну, вот выделить какие-то книги трудно. Ну, просто нужно назвать нужно вот назвать еще раз направление. Вот, собственно, основополагающие книги по этим направлениям и создавались у нас в институте. Это изучение фольклора, изучение литературы, изучение якутского языка, изучение языков эвенов, эвенков, юкагиров, вопросы истории Якутии. Это все вот здесь, так сказать, исследовалось, и именно создавались основы
научные по этим вопросам.